похоронах тоже было. 7 мая. Сослуживцы Игоря Гаврилова вот, и представители Совета ветеранов Афганистана, вот они представятся перед вами, выступят сегодня. Я думаю, вначале слово предоставим вам, Анатолий Дмитриевич. По-русски, по-чувашски говорить делать надо? Можно микрофон, давайте. Чувашпада қалайсыз, Курспада қалайсыз? Өрігін ұдырғын еді, қажар ойдадық, қаяуза келінежім. Паяне бір ирех Шубашкардан тұқырымыр. Піремеш Аликовына жетірімір, Аликовыра пирен Патырт, Чаваш, Олег Прокопьев пұрынны. Бұл Афганистандра, апрелін бұдырмышынде, біндеті ғызырзағырындываттымыз шылғы Хазаратарағынде шабы жүра, паттарын шабы савили, бір ұнты припанде. Бұл тымыр келжер. Анатолий Дмитриевич, перебью. Давайте на русском, потому что у нас и татары, вот и... Понятно, виноват тогда, я могу и по-русски, по-чувашски, я могу и танцевать по-чувашски, грубо говоря, шучу. Спасибо. Дело в том, что в 1984 году, 30 апреля, ущелье Паншер, есть приток маленький ущелье Хазара, и там во время боя погибли наши ребята. И среди них были чуваши. Мне так получилось, наверное, судьба, я не знаю, что это такое, но я успел познакомиться с Игорем Гавриловым, я его очень долго искал, наконец-то разыскал. Мы познакомились, получилось как, у Сиража, где стояли, там наши батальоны были рядом. И тут я смотрю, сзади там узбеки стоят, и я подошел к нему, полуузбек с полутатарском языке, спросил, чуваш военным бар? Они говорят, бар, у нас командир, чуваш был. И пригласили Игоря, мы с ним вот минут 15, наверное, где-то около 20 разговаривали. Он рассказал про службу, он рассказал, что есть чуваши. Он позвал там, ребята кликнули, строй идет, там командир выступает. И он позвал Олега, Олег Прокопьев, повернулся, помахались мы с ним руками, расстояние, наверное, 15 метров, наверное, было у Олега. А вот Владимир Михайлов, который сейчас вот у нас в Ханаше похоронен, он тоже развернулся, посмотрел, ну не понял, руками не махал, там рядом командир стоит, может из-за этого, но я ему помахал руками. Вот так мы познакомились до трагедии за 10 дней, наверное. И Игорь в мою душу засел, я его после армии искал, так как мы вместе в Паншер входили, в наше подразделение. И так получилось, по иронии судьбы, может быть, или я стал писателем. Я перед собой поставил цель, во что бы то ни стало, описать афганскую трагедию. И я автор 10 книг, из них вот 7 книг у меня на афганскую тематику. В прошлом году еще одна книга вышла. И параллельно я начал заниматься вот 682-м полком 1-м батальоном. Королевский батальон, я знаю, что он там служил, я видел, как они воевали, бегали, их гоняли, они только что из Союза пришли, у них опыта войны не было, и поэтому в этот батальон продвинули разведчиков, они были разведчики, и Игорь был разведчиком, и хорошим разведчиком был, я вам скажу. И погиб он также при исполнении своего долга, и не только. В Виннице, Украина, есть парень, который Александр, сегодня тут не дозвонились, потом он написал, Устинов, да, Саша Устинов, вот мы с ним очень долго разговариваем, и сейчас общаемся постоянно. Он рассказал, как Игорь погиб. Когда его ранили душманы в брюшную полость, и он решил помочь ему. А там, знаете, шквальный огонь, это война есть война, поэтому первая пуля попала ему в ногу. И он рассказывает, я потерял сознание, я ему кричу, не двигайся, не ходи, не двигайся, стой там. Но через некоторое время он очнулся, он уже лежит в другом месте, ближе к нему, но уже левая нога подстрелена была. И опять он через некоторое определенное время рассказывает, вот, потерял сознание. А когда уже 3-й раз очнулся, он уже лежал на спине и уже был убит. Поэтому, сейчас, виноват, успокойся немножко. Поэтому такие действия могут делать только настоящие герои.
И вот когда я начал расследовать вот это событие, я пришел к выводу, не только пришел, я разыскал вот друзей. И первоначально мы тяжело говорили, но тем не менее сегодня мы с ним и Нурсултаном, вот сидит у нас гость из Узбекистана пришел, по национальности Каракалпак. Именно он тоже участвовал в этом бою, да. И сегодня он умолчал о своем подвиге еще. Он видел, как погиб наш герой, канашский парень, который подорвал душманов вместе с самим собой. И он сейчас умолчал сегодня, но он сам еще спас 3 ребят, раненых своим телом. И прикрыл он их. Так ведь? Так. И эти имена, фамилии мы должны знать. И вот сегодня они в гостях. Также у нас сегодня гость из Калужской области, родом из Беларуси, житель Одессы. Правильно говорю, Александр? Совершенно. Да, полковник. Он был замполитом роты 2, где вот Олег Прокопьев служил. И так получилось, что Александр Вячеславович Ружин, лейтенант, был ранен чуть раньше в бою 8 апреля 1984 года. И поэтому в том бою 30 апреля он не был. И здесь вот дата смерти Игоря Гаврилова написано 7 мая. Это неправильно, он погиб как раз вот 30 апреля, после ранения в голову. И вот сегодня мы сейчас дадим ребятам, которые пришли поклониться нашим сержантам, чувашам, как они говорят, через 1000 километров. И рассказать нам правду этой войны, рассказать правду о тех ребятах, которые достоинством отдали жизнь за свою родину. Нурсултан Базарбаевич Шарипов, участник того боя, я ему даю сейчас слово. Во-первых, всем ассаламу алейкум от солнечного Узбекистана. Цель моей поездки в Россию, в Республику Чувашия, это поклониться всем своим однополчанам, которые до конца выполнили свой интернациональный долг. Ну, дети про бои, это не надо рассказать. Просто будьте, пожалуйста, достойны, учитесь хорошо, слушайтесь педагогов, живите в мире. И когда вот, сегодня мы вот с ребятами побывали у Михайлова, у Прокопьева, который он еще начал в 5 классе строить дом до 8 класса. 5 по 8 класс, да, дом свой. Такой молодой мальчик дом построил, представляете? И мы там сегодня чай попили у него дома. На гармошке играли, на его гармошке. Ну, веселые были ребята. Они достойные все звания Героя России. Тогда еще Герои Советского Союза. Это их подвиг нелегко все повторить. Жизнь у человека один раз дано, и не хочется с ним расставаться. А ребята подорвали себя, чтобы спасти других. Вот благодаря, думаю, вот этим ребятам мы сегодня живы. Спасибо им большое. Сейчас слово предоставляю Александру Вячеславовичу Ружину, замполиту, который в свое время организовал мемориал Королевского батальона. Так называем его мы Королевским батальоном. Две понятия. Сам капитан был Королев Александр.
и его подвиг тоже. И в то же время слово король, королев, вот это из слова. И ребята гордостью это имя носят, королевский батальон. И мы, когда первый раз услышали о трагедии этого батальона, мы в Паншер вошли вместе, и где-то возле Анавы наше подразделение развернули обратно, и мы пошли через Салан и Бандара пошли. И 30 числа апреля, 1 мая мы об этом узнали, трагедия. Разные слухи были. И подробности, даже когда я вернулся из Афгана, пытался найти правильный ответ на этот вопрос. И не нашел. Вот спустя столько лет, вот 25 лет после этой трагедии, кое-чего начал высвечиваться у нас в интернете и так далее. И опять же, в этом направлении постарались у нас наши ребята, Чуваши, Володя Прокопьев, он очень много сделал, это брат Олега Прокопьева. И вот это имя Королевского батальона сейчас звучит. Об этом много написано в фильмах, много чего написано. Но то, что вы сегодня услышали правду, этой правды там почти что нету. Сегодня я предоставляю слово Александру Ружину, который тоже, несмотря ни на что, приехал сюда, чтобы почтить память наших героев. Я присяду. Давай. Вы съедете, я тоже, можно присяду? Спасибо. Еще раз здравствуйте. Вы знаете, всегда вот выступать перед такой категорией, как школьники, оно даже интересно, потому что смотришь в ваши глаза, вы как губка все впитываете каждое слово. И тут за каждое слово отвечать надо, да? Тут можно... Что ты не так скажешь, потом запомнит, они скажут, а помнишь, дядька, как мне говорил? Да. Поэтому слушайте внимательно, особенно учителей. Они для вас матеря, папы, мамы. Это ваша путевка в жизнь, школа. Мне очень приятно было увидеть, что на вашей школе висит мемориальная доска старшего сержанта Гаврилова. Мне повезло с этими ребятами служить в одном батальоне. Я так для себя сделал вывод. Это они пришли втроем с Кушкинского разведбата на усиление нашего батальона, когда мы входили в Афганистан. 3 чуваша, 3 дембеля, 3 сержанта, 3 друга. Ну, знаете, вот такие 3 мужчины, которые действительно вот ваш генофонд, правильно сказал вот, в свое время, не в свое время, а сегодня в Канаше. Коля, понравилось, ты правильно сказал. Гордишься своей республикой. Действительно генофонд, да. Вот влились в наш батальон. У нас было больше 20 национальностей, и чуваши как-то сразу отдельно смотрелись. Своими поступками, поведениями. Еще 3 разведчика. Да. Вот. А я как-то с своим Прокопьевым больше общался. Он в моей роте был. Гаврилов Михаил были в 3-й роте. Вот. Я говорю, Володя, ты же на дембеле уже, ты же через 2 месяца домой. Нет, я пойду с ребятами. Вот, коль уже такая задача поставлена, я буду ее выполнять. И никто с тех, кто демобилизоваться должны были, не пошли. То есть пошли в Афганистан вместе с нами. Вот. Я потом, когда ранение получил тяжелое, мне, естественно, после тяжелого ранения не возвращают в строй. Вместо меня прибыл офицер туда служить. А я уже в госпитале узнаю, что батальон погиб. Ёлки-палки, думаю, что ж такое? И я написал заявление, вернулся обратно. Меня там генерал уговаривал, товарищ лейтенант, нечего делать, все, езжайте домой и так далее. Я говорю, нет, я вернусь. И вернулся. И дослужил до 86 года. Как бы до конца, как офицер, выполнил долг. Но вот тут служил в других частях. И воевал и в Джалабаде, и в Кандагаре. Но вот тот батальон королевский не дает мне спать до сих пор. И прошло где-то 20 с лишним лет, 23 года, я где-то 2003-2004 год, что-то мне, знаете, как вот у кого там, у Дзюма, мушкетера 20 лет спустя, да, что-то ёкнуло сердце, просто ёкнуло. А где те, кто живые остались еще? Потому что после трагедии батальона, прям под мраморную плиту положили все, траурную, и тишина и так далее. Я стал искать ребят, интернет помог, мобильная связь появилась. И мы, как знаете, как цепная реакция нашли друг друга. Те, кто живые остались. Потому что
уходили командами, вот, и я уже знал адреса погибших, вот, эта история уже была реальная. А знаете, как грибы? Если один гриб нашел, ищи рядом другого. Так и здесь. Я написал письма по местам, ну, где жили погибшие ребята, и сразу обозначились живые. И вот так мы стали общаться. Потому что поднять историю, это напомнить о себе, а афганская война, это наша война. Мне кажется, она уйдет с последним афганцем. Вот. Не хотелось бы, чтобы история забывалась. Ну почему нас любят переписывать историю? Если японцы считают, что их бомбили уже, скинули атомную бомбу, не американцы, а русские. 60% японцев так считают. Не мне вам говорить. Вот. Сейчас вот с Украиной что творится, представляете? Вот он сказал, что я с Одессы жил. Да, действительно, до 2014 года я жил в Одессе, но сепаратист. Пришлось уехать после переворота. А еще сына ранили. Я сказал, все, для меня Украина умерла. Не Украина, а вот руководство страны. Потому что вот у меня один сын со мной, а сын еще там один остался. Дочка эмигрировала в Нидерланды. Вот. Ну, я в Россию уехал. Жена, конечно, куда деваться ей? Декабристка. Все, рядом. Вот. А один сын еще в Одессе. И вот у него день свадьбы был, 30 апреля, он женился как раз. Я его позавчера поздравляю, говорю, Максимка, вот у тебя уже семья, ты уже сам все. Как там Одесса? Говорит, папа, не переживай, Одесса русский город. Вот. Прислал мне фотографии, где они там автомобильной краской в подъездах написано Одесса, Россия и так далее. Там ждут нас, ждут, поверьте. Многое, конечно, разное, там и наемники, он говорит, и грузины, поляки там затмили город. Но, поверьте, это все временно. Одессу вернул домой. Вот. Так что, Толя, приглашу в гости. И тебя тоже, Нурик, не переживай. Сам мы тебя достали там тоже, да. Вот. Суть в чем? Суть в том, что, ну вот, те, кто помнит Советский Союз, ну, было время, о котором не стыдно и вспомнить. И даже та война Афганистан, наш Афганистан, вот, он нас как-то роднит, сближает, и мы просто не могли не приехать. И когда я переехал в 2014 году в Россию, я себе сразу поставил задачу бывать на могиле своих ребят. И вот приехал, и хоть хромаем мы тут с Нориком, но вот посещение могилы своих ребят дает дух бодрость. А общение с вами, то вообще мама не горю. Жить хочется. Так что радуйте своими оценками семьи, себя лично и учителей. Так что, Николай Григорьевич, в добрый путь. И помните Игоря Гаврилова. Поверьте, вот такой парень был. И занимался спортом, я об этом уже не говорю. Он был хорошим наездником на лошадке и хорошим наездником на своем мотоцикле. Он колесил тут по деревням, только так. Но сейчас я предоставляю слово, у нас есть председатель Союза ветеранов боевое братство, да, да, боевых действий, Володя Яковлев. Ну, подробно скажем. Микрофон нужен ли здесь? Да. Пане Максим, телефон на голосе сейчас. Уважаемые преподаватели, уважаемые дети, я, значит, председатель Республиканской организации ветеранов боевых действий. Что вот я тоже в Афганистане воевал, у нас тоже такой же батальон был, командовал нашим батальоном Руслан Аушев, я про свою войну отдельно рассказываю. А вот чем для меня вот этот королевский батальон, вот, просто коротко попытаюсь объяснить. Я работаю давно в общественной организации ветеранов, уже скоро 30 лет будет. Вот. Основные такие боевые моменты, особенно с Афганистаном связаны, конечно, мы знаем, мы общаемся со своими боевыми друзьями, бываем в разных местах, и в России, и за рубежью, у нас вот организация входит в Международный союз. Вот. Я, бывая и в других регионах, конечно, вот слышал, что это вот случилось вот 30 апреля 1984 года в Афганистане. Да. Целый батальон оказался в тяжелой засаде, погибло много. Вот так вот. Примерно вот такая информация, она долго-долго длилась. Это мы потом только начали узнавать, что вот этот бой, когда
батальон вот такой тяжелой ситуации оказался, и, естественно, там погибло много советских воинов. И, естественно, его в то время, во время Советского Союза, когда цензура у нас была, его вот этот момент, вот этот бой засекречили. Нельзя было говорить, потому что в этом бою погибло много военнослужащих. Вот когда много военнослужащих погибает, вот, это слишком не разглашают. Вот. Особенно среди командиров. Вот, оставим на потом. Вот, а потом начали вот так выявляться как моменты. Вот. Один сказал, другой сказал. Вот такие вот, как Шарипов, сегодня у нас в гостях Нурсултан, вот, Сузбекистан. Вот такие начали вот прямо высказывать. Вот этот товарищ совершил героизм, я свидетель. Почему он недостоин героя? Вот таких, как он, больше и больше начали появляться и в нашей стране, и в зарубежных этих республиках бывших Советского Союза. И вот они друг друга начали искать, как вам Александр Вячеславович рассказывал, они начали, те, которые, участники, которые остались живые, начали собираться от них. Они потом, когда появился информационный, вот этот компьютеры, вот этот сайты, они создали свой сайт, они начали описывать там, кто что помнит. Все больше, естественно, мы в Чувашской республике вот тоже узнали уже поконкретнее про этот бой. Вот. Я знал, что вот, не то что знал, я вот догадывался, что когда вот в Афганистане много погибло в одном бою, значит там должны быть все-таки чувашские, потому что наших там много было, чувашской национальности, во всех подразделениях, и в нашем подразделении много было. Вот. А потом раз, вот выявилось сначала про одного, потом про другого, и оказалось, что вот в этом бою даже 3 наших чувашских парня погибли. Вот Александр Вячеславович рассказывал, все 3 сержанта были, все 3 командира отделений, они в Пушкинском разведбате были. Самый заместитель командира взвода. Да, прекрасные ребята, которые больше других служили. Вот у них, когда вот этот бой случился, 30 апреля, да, вот, они уже через несколько дней домой должны были уехать уже. 9 мая уже они должны были быть дома уже. Вот. И они, вот, оказавшись в вот такой тяжелейшей ситуации, вот, они же были уже, хотя и в Афганистане тоже они не так много были, вот, но они уже были подготовлены, они разведчики были, вот, больше других прослужили. Конечно, они начали прикрывать молодых, которые там оказались, которые всего лишь несколько месяцев даже были, которые служили. В ноябре в армии призвались, а тут уже в апреле вот этот случился. Конечно, они такие прикрывались. А цель душмана была вот разгромить весь батальон. Они выбрали для себя очень удобные позиции, вот неравные условия оказались. Вот. Нашим очень тяжело было противостоять, вот. Но они все равно не сдались, вот, прикрывая друг друга. Вот, целый день вели бой, вот. Все израненные были. Вот. И дошло до того, что вот, когда уже почти окружать начали, они начали взрывать. Ведь ребята приехали к нам не пустыми руками, они привезли нам грамоты. Я сейчас все грамоты раздавать не будем, наверное, здесь, или как, вот, директор? Где оставите? И потом, сделаем, потому что сейчас кратко раздать можно, наверное, да? Давайте тогда, вот такая грамота. Мы вышли заранее в школу, данных активистов, которые действительно участвуют в военно-патриотическом движении и так далее, и отличники и ударники подготовили такую грамоту. Почетной грамотой награждается Долгова Софья за активную жизненную позицию в деле военно-патриотического воспитания населения, в особенности в молодежи, высокие показания, высокие показатели и усердие в учебе и дисциплине, а также за поддержку ветеранского движения Республики Чувашия. Президент Международной общественной организации ветеранов Паншер 682, генерал-майор Филоненко, виноват. Есть такая долгая? Что вам надо? Мотор.
Такой же грамотой награждается Громова IP. Такой же грамотой награждается Николаев Глеб. Хыжалды. Ой, молодец. Мартур Гачев. Награждается Николаев Егор за активную жизненную позицию в деле военно-патриотического воспитания населения, особенности молодежи, также награждается Зайцева Анастасия. Нету? Фаряхов Салават. Мында бар ма? Yok? Так, Я возьму кого-то. возьмите, ага. Малика. Это ее уже. Поздравляю. Награждается Потапова Ксения. Комиссар Владислав. От Рединова, да? Тюльпан. Тазидинова Алсу. Мансурова это не пришлите, потом сами разберем. Ребята, спасибо вам за ваш труд. Лайх, время. Осло булма анманов. Осло зин пусть эти хреневали вырындубать. Вы послушали сегодня, какими были наши ребята. Ребята из Чувашии, они действительно были героями. Они были спортсмены, активисты, они участвовали везде. Обучаясь в Засафе, и Игорь, Олег и Володя, они вместе ходили прыгать с парашюта. Вот мне буквально недавно истории рассказали. Команда поднялась в воздух и все испугались. Володя Михайлов из Канаша. Долго не думаю. А что вы испугались? Взял и нырнул вниз. Пример показал. Да, пример показал, за ним уже остальные. Ну, у меня все. Спасибо, ребята, что вы дождались нас сегодня. Можно спросить вас? Вы сказали, что вы пишете вашу фамилию, скажите, А, пожалуйста, прослушали. вот. Шамбати Ситринер. Ой, ученики 6 класса чувашского есть? Чувашская группа, чувашский язык изучают литературу. Пурик? Сохранный класс секунда, да? Пурик? Вот у того класса Рафик Калав Влажный. Вот. Сохранный класса Сардидеки Резерах Павлы, повесть с Бурунда. Это Анатолий Дмитриевич Ефимов, Анатолий Хмыт, литература, да? Это Мананде Бунна Ганеге, Бунна Женден Ситтишне по Кантиме Бесирна. Я автор 10 книг, меня зовут в литературе Анатолий Хмыт, Анатолий Дмитриевич Ефимов. После Афгана я начал писать на эту тему. Я писатель-баталист, и в основном пишу только на военную тему. И я уже сказал вначале, все это мероприятие, вот мы начали искать, Володя с Иваном, да. Вот именно Володя мне нашел ребят, конкретно, я находил фотографии, не то, я находил и это, именно Володя, мы с ним очень долго говорили, он мне дал адрес Игоря, и я в интернете быстренько забил, нашел его фотографии, сразу по фотографии его узнал. И когда мне говорили, что у Игоря глаза голубые, я сомневался. Я вижу, как метр между нами, мы с ним разговаривали, мы вдвоем. Я помню, у него такие же глаза, как у меня. Я недавно позвонил к Юре, спросил, правда, как там, ярко-голубые. Я говорю, я помню, у него такие же зеленоватые глаза, серовато-зеленоватые глаза. Он говорит, да.
Именно так. Поэтому я его помню. И в прошлом году в декабре у меня вышла книга «Турай», роман. Это приключения, юмор. Здесь вот это для взрослого населения, для учителей, для размышления. Основная тема книги «Против войны». И поэтому в эпиграфе я написал следующую фразу. Şuttan yere barca Şuttan yere barca пусть задрать. Вал переинтентура, те принесим давать. Парней чуралах, те приней ириклих парнелит. Эта судьба же ждет такая же вот эта судьба, которая здесь. Война это, на земле главенствует война. Война из одного человека делает Бога и другого раба. Из третьего третьего отправляет, третьему дает свободу, а кому-то и рабство. Выражение это Гераклит Эфесский, 6-5 век до нашей эры. И эту книгу я хочу подарить сегодня вашей школе. Афган Бразин Хастаря, Игорь Гаврилов, Времени, Хирди Явыш, Подемшле, Пали Параган, Шкулне, Сиденюзем Сунза, Автордан. Это книга, в первую очередь, для взрослых, для размышления о жизни, и философии, есть приключения, есть и сарказм есть здесь в этом произведении. И также здесь есть пословица, поговорка Афганистана, народа Пушту. И главный герой у меня тут не только Турай, тут еще и красавицы девочки, две казачки и чуваш. Вот здесь вот, если видите, ниндзя-амазонки. У меня есть глава ниндзя-амазонки. Журналистка Оля Иванова спросила, почему вот ниндзя-амазонки, и они медсестры и так далее. Вот здесь те, кто служил, воевал в Афганистане, мы знаем. Медсестры, они были такие же герои. В других произведениях я образ женщины в Афганистане не дорисовал. А здесь они у меня не только умелые операции, в полевых условиях здесь делают операцию. И очищают, проверяют, операции на ноги виноваты, извините. И также в то же время они умелые каратисты, умелые стрелки. И даже в конце романа они идут на душманов паломникам. И уничтожают, и арестовывают всю банду. Это приключение, юмор, но в то же время здесь есть фрагменты размышлений жизни, бытия, философии чувашской, и также исламскую философию. Очень часто бывает так, что мы говорим о мире, о религии, и ссылаясь на этот же мир и религию, начинаем войну. Вот мой герой хочет исправить эту ошибку и пытается людей перевоспитать и сделать так, чтобы в мире был мир. Я сам за это. Поэтому эту книгу я вам дарю. И здесь сегодня подписали и Александр Вячеславович Ружин на память, и Нурсултан Базарбаевич Шарипов тоже расписался здесь специально для вас на память, чтобы вы иногда прочитали. Но это для взрослых, скажу. Дети не поймут. Фрагменты, может, не поймут, а основную мысль этой книги понять надо немножко, никого не хочу обидеть, быть знаком с религией. Чувашской религией, культурой, обычаями чувашской, других религий и так далее. Школ директора. Еще раз добрый день. Со своей стороны, с нашей стороны хочется сказать, что мы никогда не забывали наших героев. Вот у нас мемориальная доска, посвящена она Игорю Гаврилову, Вазыку Тазидинову, погибшим в афганской войне, и Рамилу Гафюрову, погибшему в чеченской войне. Мы периодически каждый год у нас в школе вот организуется футбол в честь памяти нашим выпускникам, погибшим в этой войне. И также у нас изготовлены парты героев всем трем нашим выпускникам. Вот, и наши учащиеся пишут стихи, вот, выступают на этой сцене. Вот, и мы никогда, ни на минуту, можно сказать, не забываем о наших героях. И сегодня хочется выразить признательность и благодарность нашим гостям, что они
тоже нам как бы и в очередной раз внесли такое почетное уважение нашей, так скажем, школе, нашим выпускникам. И вот очень, Свежую струю. да, свежую струю в эту память. И это нам очень приятно. Выражаем вам огромную благодарность от себя лично и от нашего коллектива учителей и учащихся нашей школы. Спасибо вам. Добрый день. С наступающим праздником вас. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях. Конечно же, участники вокального детского вокального кружка Альбу-Сергеевского Дома культуры приготовили для вас музыкальный номер. Поприветствуем наших участников. На границе тучи ходит хмуро, край суровой тишиной объять. У высоких берегов Амура часовые ровно стоят. У высоких берегов Амура часовые ровно стоят. Там врагу заслон поставят прочный, там стоит отважный сиян. У границы лидер невостожной, броневой ударный батальон. У границы лидер невостожной, броневой ударный батальон. Там живут и песен только порука, нерушимой крепкою семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили наши стаи перейти границу реки. В эту ночь решили наши стаи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел в командную с мечом. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. По родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. И забили весь дом паука, всех врагов в атаке отбивай. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. В один день много погибших не было? На сегодня Написали даже, что танки... поговорить, он такой веселый, такой шмалегал, шутка, так, играючи, мы с ним вот так разговаривал, он меня Олегом познакомил, Копьевым, и Володя там же познакомил он. Там еще два товарища, кстати, вот насчет Власова, то у тебя Власова телефон, он это, я думаю, будем искать. Еще из Башкортостана там чуваш есть, но этот чуваш, ну, пока еще под сомнением говорит, что именно... Водов зовут АГС. Вроде бы Советский Союз. Ну, туда на помощь к нам шли, в речке подорвались. Один танк и один БМП. Мины еще не заложили. Они еще в речку заминировали. Это для чего подготовились.
Ну, Волган, Панфер Если в честно, 82-м году. это нас предали. Потому что нам дали новые вооружения, новые совершенно. За идею со мной договаривались. БМП-2 у вас новые были? Нет, БМП-2, само собой. Автоматы, пулеметы, гранатометы, минометы, все новые, новые, в масле нам дали. И пошли туда, потом, когда вот 30 апреля уже ночью вышли, там Гречак шел, мы там 15-16 пацанов набрались, кто мог двигаться. Ну, мы друг друга вот так обнялись, вот так, ну, начали выходить. И Ночью, да? ночью, да. Ну, дозорное отделение, мы, как положено, сделали. Там два пацана. Они сказали к бою. И мы с тропы отбежали туда, вниз к речке, все спустились, приготовились к стрельбе. Там темно, только силуэты видно. Еще эти ребята вот плащ-палатки вот на голову и автоматом вот так накрылись. Ну, холодно же. И потом третий или четвертый сказал: ребята, давайте отдохнем. А мы к ним так, как своего родного брата увидели. Ребята, они чуть нас не расстреляли. Не ожидали, что мы там живые, да, выходим оттуда. И там нам человек дали... 15, наверное, где-то осталось, да? Да, 16, мы 16-15. 16 человек где-то сказали. Ага. Из батальона. Да. Да. Там батальон, половина батальона была. Там Вот только что нас сказали. перебинтовали, дали своих ребят, чтобы до БМП добрались. А там два БМП стояли вот так и в сторону гор стреляли. Ну, вслепую. Ну, просто предохранялись, как говорится. Да, нас туда посадили. Там камень такой, когда-то землетрясение было, я не знаю, что было. Ну, такой ровненько, как будто с руки оттесанный такой камень большой. И мы там сели, пацаны. Ну, сидим, плачем, ну, уже целый день это все пережили. Утром, ну, это потом меня в БМП положили, как Гридунов. Там его притащили разведчики. Это, ну, сперва раненых, кто мог жить, их выносили. Этот начальник штаба, капитан Рыжаков, потом был комбатом. Он сидел в рации, в башне, это БМП-2. И там, когда это Гридунова тут десантное отделение положили, он, ну, тазовую кость у него все. Да, так, перебито у него. Да, перебито было. Он: Жора, я живой, Жора, я живой. От его голоса я пришел опять в себя. Ну, то отключаюсь, то включаешься как-то. Утром нас построили. Ну, я вышел, ну, темно, ну, вот так смотрю, железо, да, вот так, тум-тум-тум-тум. Что, неужели меня похоронили, думаю? Думал, цинковый гроб это? Потом так начал щупать, смотрю, тумблеры там какие-то. И понял, что это БМП. Люк нашел, открыл, уже солнце светит. Вертолеты садятся, улетают, с носилками пацаны бегают. Много, вообще много людей там. И один солдат прибежал, говорит: вы вчера были в бою? Я говорю: да. Вон там ваши собираются. Я быстро туда. Там уже не 15, 7 или 8 пацанов стояли. Уже много кровь потеряли, уже не смогли встать. Ну тогда вот эти двое подошли. Господа. Да. Будем называть их так пока. Потом какой-то генералов. Так, не генералов, генерал Лаговинов. Нет. Комдив. Нет, Ляховский. не комдив. Ага. Это, наверное... Из 40-й армии командир, что ли, кто-то прилетел. Генералов тогда был командир армии, командующий. Ну? Там командовал этой операцией у нас Миримский. Скорее, он был Миримский, был вместе с Лагвиновым в Хазаре. Когда Лагвинов командовал всей этой параду спускаться с горы. Сейчас дальше и этот генерал что говорит. Угу. Потом мы стоим, положить оружие 2 или 3 шага назад. Угу. Положили автоматы и назад. И у каждого спрашивал: ты что видел, ты что делал, ты что видел, ты что... Ну, все ему рассказывали. Потом сказал: почему вы не погибли?
Так, вот. ругался, блин. Это я знаю. ага, тоже. Почему вы не погибли? А там все погибли. Вы чё? Там... А мы стоим, блин. Ну, дети же, бля. Ну вот у меня информация после этого, как он спросил, скорее всего, это Миримский был сам. Скорее всего, после этого там вопрос, ребята пишут в интернете, что кто-то застрелился, его до КПП полка не довезли, этого парня тоже. 87-й, получается, это он. После этого вот. Взял и он застрелился. Я вот после этих разговоров начал анализировать, почему он так... Свидетелей не надо. Да, свидетелей не надо. Если бы мы тогда все подохли бы. Списали бы обычные потери. Да, и оружие забрали бы, они там целый отряд вооружился бы. Да, спокойно. Генералы или там большие эти Тем более военные все чины. с нуля. Да. БМП-2, автоматы. На всё с КамАЗы нуля не могут можно, же там загрузить новый и- суперавтомат, оружие. Продать оружие. Может, у них был Техника такой вся. план, да? Да, Может техника быть. вся новая Все была. погибли, Полностью а оружие новая забрали техника была. душманы. Вот. На ПМПшках там перебил Суман, даже, говорит, даже не умели заряжать. Да, Пустили их туда, ПМП. автоматические. На зарядке вот эти не умели, никто не знал этого. Ну, короче, это полностью. Поэтому Мясорубку. А? Мясорубку. ну, сослались. И самое странное, Суман попросил фотографировать все эти события, где какой солдат лежал, сколько там патронов он истратил, сколько гильз вокруг него. И Алексей из Нижнего комсомола Чуркин, да, Алексей Чуркин фотографировал все эти события. И 3-4 кассеты пленок утонули БМП, потом выясняется. И когда вот они ранее убитых уже выносили, на БМП складывали, они 2-3 БМПшки полностью сложены, как дрова, извините за такое выражение. Да. И вывозили они их. И одна снайперская стрельба, пуля не в голову, извините, не в руку, никуда, а прямо в фотоаппарат попали. Алло, Калажема Пэйфхаль, Мазаринди. Как будто бы и снайперы стреляли. Три Да, дня фотоаппарат выносили. расстрелял Полметра полностью. стрельнули, может быть, уничтожили. А сегодня Чуркин Пленку говорит, посетили. эти фотографии, которые якобы исчезли с поля боя, вот в интернете я тоже несколько фотографий нашел, как там разложили ребята, Да, как по мостам. загружают там. Появляются сейчас в интернете. Кто-то их выкидывает туда в интернет. Я же видел фотографии. Да, вот это. Короче, их вначале, наверное, вы когда вот, допустим, уходили, все равно туда какая-то команда успела добраться, которые занимались вот эти, ну, погибших, выносили. Первой И партии, они их да. выносили на другую сторону этого реки. Там какой-то деревянный мостик, да? Да. И вот они на эту сторону выносили их на плаж-палатки и ложили рядом. 4 ряда вот. Да. Примерно можно прикинуть, там где-то 80, наверное. У некоторых, наверное, изуродованные тела, наверное, Да. вот так вот, Ну, потому там, что на палатках лежат. количество я не Вот такая считал, фотография ага. есть. Складывали, думали, наверное, дойдут до них эти, как БМП, потом это сложим. Они даже туда не могли дойти, БМПшки. Они Потому что они к взорвались. БМПшкам даже носили потом. Там- Вот это уже Марат рассказывает уже. Да, там получилось, вот Губин, Юра, они хотели пойти на помощь. Ослушались командира полка, пошли и подорвались на мине. Также с правой стороны, возле русла, на мине подорвался танк еще там. И дорога была закрыта. Пока эти БМПшки потом сняли, и Ружин, они виноваты, Ружин, говорю, Губин, Юра со своим прапорщиком, они ушли пешком. Вот они, первую помощь, которую они оказали, это именно они, и Липатникова именно они выносили. Без глаз, без ничего. Вот они, именно если бы Липатникову они опоздали бы, Липатникова уже не было бы живых, там по потере крови, потому что у него разрыв правого бедра тоже было. До сих пор у него 20 осколков в правом бедре, левый 15 осколков в левом бедре, потом осколочное ранение, и у него глаза выпали просто, он как сам рассказывает. Я, говорю, ничего, взял и засунул обратно. И вот если бы он опоздал немножко, то его бы не дал живых. Вот именно Губин, там еще несколько ребят пришли, почти что пешим образом пришли, и они начали вытаскивать. Может, они это как раз это сделали, вот как раз. Поэтому... Там вот по этой, ну, вот здесь речка, вот тропинка, да? А здесь уже скалы вот так поднимаются. И там вот еще эти- валуны. Ага, большие. Они не могут в объезд
проехать. узкая Да. дорога. А Да, там застрял. Там горловина идет. Вот после этой горловины выходишь, там идет площадка такая большая, а ложбинка идет, и с правой стороны вот одна рота была, с левой стороны то, что успели, те, кто на тропинке, там, где камень, они успели упасть туда под камень, а те, кто на ровном месте, они остались там и лежать навсегда. И у них прикрытия не было никак. В середине. Да, в середине. Открытое место. Вот, Там саперы были, командование, правильно? замполит батальона рассказывает Саперы тоже. были, вначале шли тропу нам. Да, вот они на ровном месте были, там на тропе. Замполит батальона рассказывает, он начался обстрел, они падали, и укрыться негде. И когда чувствовали, говорит, когда меня начал достреливать уже по бокам, там начали по точкам, Вот он выкопал, да, откопал камень плоский, и этот камень положил на себя. И поэтому он остался жив. У него столько ранений там было тоже. И ногтей до сих пор, говорит, нет у меня. Он ногтями грыз. Ну, этот камень вытащил, на себе на голову положил. Огонь был очень шквальный, очень сильный. И поэтому, еще раз здесь повторяюсь, вот и Юра не знает, вот в конце ребята встали. Имя назови, пожалуйста, того узбека, который вот видел, как пели песню и стреляли. Якуб. Вот запомнить надо мне тоже. И его нашли только 2 числа самого, когда уже пришли. Он лежал под камнем, и нашли случайно, там разведчики пришли, и один из, там командир чуть-чуть по-другому рассказывает, но рядовой просто в открытую туалет захотел, темно уже, обратно надо было идти. И он пошел за камень, и видит, там кто-то шевелится. Тоже кто идет, там начал, испугался он просто. А он там ранен уже 3-й день валяется, уже истекает кровью. Там я перебил. Давай, Там с ним вместе за камнем были один сарандоец да, рядом. Да, вот это. Да, это их на третьи сутки их нашли. Их нашли, на 3-й сутки нашли. У Якова там, по-моему, левую бедро колено, тоже, там где-то в этом месте пуля была. Сарандои тоже были, да? Ой, они сбежали. Сарандои, когда вот уже стрельба началась, они по-афгански там и по горам. Сбежали, к душманам сбежали. К душманам бегут. И там у нас команда человек, добивать их. Ага. И мы сперва по ним стреляли. Там кто не успел, с Якубом вместе они вот вместе находились. Он говорит, там свой пистолет, говорит, заряжал, а я там сижу, говорит, думаю, сейчас пристрелит. И вот он рассказывает, уже в районе 4 часов где-то там бой прекратился, человек 7 ребят встали и пели у Аллы Пугачевой песню «Миллион алых роз» и вели бой, стоя. И вот у Олега Прокопьева пулевой обстрел, человек не лежа получил это, стоя получил, у него обшивка. И как раз они пошли на правый фланг, там, где эта песня слышалась потом. И двое там, они пошли, Ружин сказал уже, на помощь тем ребятам, чтобы организовать бой. Бронежилеты были? Нет, мы не носили. Там в горах и так тяжело ходить. Тяжело, да. Что это? Бронежилет. Ну, конечно, а так, когда входили их там этим бронежилетом, я не буду говорить, что делали, полный поезд снаряжения, и гоняли там только по построению на построение, они бегут, новый бронежилет, кстати, тоже 15 килограммов нафиг. Да. Весь мешок там 30 килограмм минимум там было, гранаты и так далее. Потом на весь мешке еще цепляли патрон, там проверяли, мины еще, считали. Минометные мины цепляли. Она на рюкзаки минометные мины привязывали. Да, специально, потому что минометных расчетов было мало. Когда через Паншер переходили, даже в 395-м полку нашем, раздолбили наш первую минбатарею полностью, там несколько человек только осталось. И нас начали раскидывать, минометчиков начали, один тянет чашку, другой ствол. Мины мы таскали на себе. Там плюс еще зарядки вот эти тоже отдельно таскали все эти. И у них тоже такая же картина была. Отдельно вот такой минометного расчета не было. Просто раскинуты были минометные расчеты в Паншере. Мы вообще не думали, что так попадем в засаду. 30 апреля, завтра же 1 мая, в советское время это большой праздник. Мы думали, там горного козла застрелим, вечером шашлык сделаем. И идем, и ту-ду-ду-ду-ду-ду. Что такое? Думаю, кто-то уже увидел и стреляет. Нет, пули вот так кучу-кучу-кучу-кучу. Уже по тропе все идем, да. И кто-то уже падает, кто-то... И тогда только поняли, что... Да, пока первый ранен не кричать там и так далее, только начинается сознание приходить, что действительно идет бой.
Да. Играть, Игорь. Юра. Нам надо жить. После этого Присел, и уже